Непонятно почему. За что и почему сидит мой брат, и за что сидят эти люди, которые, на наш взгляд, ничего противозаконного не делали. Они пошли на разрешенный митинг, предъявить свои требования. Я там была, все там были. Почему их без конца перевозят? И его, и Зарифу Саутиеву, и Барахоева, старика, и всех остальных. Почему нужно их возить в Ессентуки, в Ставрополь, в Нальчик, в автозаках, в таких условиях, которые они не переносят? Почему нельзя этот вопрос тут решить? И суды есть, и республика есть, и все тут есть. Вот это, на мой взгляд, это давление на них, чтобы сломить их, я так понимаю. Чтобы все молчали, никто ничего. Мое мнение такое. Ну, я мало верю, что из-за того, что они его будут возить, или он будет сидеть, что он перестанет думать так, как он думает, и бороться за права своего народа. Случаи, когда не доходят письма, пропадают письма. Ему, когда мы пишем, тоже не доходят письма, случаи бывают. А так, телефонной связи нету, лично его видеть не дают. Когда процесс бывает какой-нибудь, открытый процесс, тогда мы его видим, где-то час максимум. И то нормально поговорить не получается. Он находится в клетке, за клеткой находится 5 охранников, они его окружают. У нас получается переброситься с ним только несколькими словами. Хамди, Могжди, как ты себя чувствуешь? Он пару слов ответит и все. Я прошу каждый день у Аллаха, чтобы отпустили моего дедушку. Я по нему очень соскучилась. Я хочу, чтобы он побыстрее вернулся домой. Я тоже очень скучаю по своему дедушке, горжусь ним и очень уважаем его. Мы ему пишем письма, чтобы он не думал, что мы про него забыли. В первом письме он нам сначала написал, что уехал в командировку. Потом пришли некоторые дяди и рассказали нам, что наш дедушка сидит в тюрьме. Я хочу им сказать, этим людям, которые посадили моего дедушку, что они неправильно поступили и посадили его ни за что. У него диабет, у него нездоровое сердце. Мы очень сильно за него боимся, очень сильно. Он очень тяжело переносит перевозки. У него уже много перевозок по судам. Те вопросы, которые они активно поднимали на общественные обсуждения, сегодня же новое руководство эти же вопросы поднимает и решает. То есть подтвердилось все, что они говорили. Сегодня наше руководство об этом и говорит. Это и коррупционная составляющая, и другие не свои. Есть кого-то там освободили от должностей, кого-то какие-то решения. То есть все, что они говорили, сегодня на уровне правительства, руководства республики, все это уже повторяется. Так в чем же дело?